Теория Ингороквы – это радикальная историческая концепция, согласно которой современные абхазы не являются коренным населением Абхазии, а переселились туда с Северного Кавказа лишь в XVII веке. Эта гипотеза была сформулирована грузинским литературоведом Павлом Ингороквой в 1940-1950-х годах. В современной науке теория Ингороквы признана ошибочной, ненаучной и политизированной. Она отвергнута как абхазскими, так и ведущими российскими западными большинством современных грузинских историков. На сегодняшний день в блогосфере наблюдается активная антиабхазская пропаганда со стороны грузинских пользователей. Теория Ингороквы после долгого периода спячки такой, она вдруг снова возродилась, сильно поддерживается и становится основным грузинским нарративом, но на уровне общественного сознания, на уровне общества. Вот. Я скажу немножко о других тоже слоях общества, но в основном если посмотреть на блогосферу, на разные уровни представления грузинского общества и грузинских представителей в Абхазии, то эта теория доминирующая. Вячеслав Чирикба отметил, что публикация книги Ингороква вызвала сокрушительную критику со стороны видных абхазских ученых. Сейчас в блогосфере все мы знаем, все мы видим, что шквал, цунами антиабхазской риторики, нарратива, пропаганды. Просто из Грузии идущие. Просто шквал. Такого вот я не помню в свое время. Вот. И он происходит на разных уровнях, на обыденном уровне, там, студенты какие-то, там, просто обыватели, но также и на выше, даже вот и сейчас появилось много роликов, профессионально сделанных с помощью искусственного интеллекта на хорошем русском языке. Очень много роликов, историческую тему. Кто такие абхазы, откуда они взялись, кто победил, кто выиграл грузино-абхазскую войну, кто взял Сухум. Многие темы, которые абсолютно умаляют, нивелируют роль абхаза вообще в своей собственной истории. В результате длительных языковых контактов между абхазами и мигрелами в лексический фонд абхазского языка проникло значительное количество мигрельских слов. В то же время влияние абхазского языка на мигрельский носило более глубокий характер. Также историк Лежава, он из Абхазии, но Григорий Лежава, он был в Москве, он работал. Он даже написал статью о том, что где он рассматривает генезис теории Ингороквы. Он называет его теорию сознательной фальсификацией. Он считает, что это было ответом на сепаратистские устремления абхазов. Поэтому ему пришлось придумать теорию, чтобы эти сепаратистские тенденции на них ответить. Да? Цель доклада – критический анализ концепции, выдвинутой в литературе Павла Ингороква. В ходе анализа рассматривались ключевые идеи и аргументы автора, их соответствие историческим фактам и контексту, а также влияние на современное понимание абхазской культуры и истории. Милана Агарбе, Аруна Чагава, Заурлиев, Абхазское телевидение.